Добрый день. Добрый день всем участникам вебинара. Пожалуйста, скажите, как меня видно и слышно? С такими вот небольшими сегодня накладками техническими будем начинать чуть попозже, но надеюсь, что вы ждали и, в общем-то, готовы приступать. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо. Угу, вижу, видно, слышно. Итак, представлюсь. Меня зовут Григорьева Евгения Сергеевна. Я практикующий психолог, руководитель студии семейного развития «Гармония». И сегодня я приготовила для вас очень полезную, такую вот очень прикладную вполне тему, которая называется «Родительские послания. Что мы на самом деле говорим своим детям?». Мы поговорим сегодня о тех подтекстах, которые считывают наши дети в наших обращениях к ним, в наших каких-то стимулирующих просьбах, каких-то реакциях наших. И для того, чтобы я понимала, может быть, из какой области приводить примеры, возможно, для детей какого возраста приводить примеры. Напишите, пожалуйста, участники, какого возраста дети у вас. И, возможно, у вас есть какие-то ожидания от этой темы, то есть вы пришли на нее зачем-то, с какой-то целью, да. Вы можете сейчас тоже сформулировать эту цель, свой запрос, и я постараюсь раскрыть его в рамках нашей встречи. Наша встреча организована Республиканским консультационным центром в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». Наша встреча продлится около часа. За это время мы будем с вами общаться и по поводу ваших конкретных вопросов, ну и, конечно же, рассмотрим теорию посланий. Да, вот я вижу, 16 лет промелькало, так, 4 класс, дети с ОВЗ, да, вижу, 1, 6 класс, угу. Так, ну, то есть я вижу, что возраст разный, совсем малышков чего-то я не увидела. Презентации не будет, Вячеслав Алексеевич, буду говорить. Угу. Итак, хорошо, я поняла возраст, буду стараться про ребят. Угу. Да, 11 класс даже есть. Хорошо. Итак, сразу, да, хочу прокомментировать все технические вопросы. Если у вас пропала картинка или пропал звук, пожалуйста, обновите страницу. Скорее всего, это что-то с вашим интернетом. Мой интернет достаточно качественный и обычно не прерывается. Если что-то прервется, я это увижу и переключусь тоже. Ну, бывает разное. 22 года, 16, да, здорово, спасибо. Я вижу, что какого возраста примерно дети, буду стараться приводить примеры, которые близки разным слушателям, родителям с детей разного возраста. Итак, для того, чтобы ваше время не прошло даром, для того, чтобы был хороший результат, я предлагаю сразу вам начать с упражнения, с того, что вы немножечко попишите. Поэтому возьмите, пожалуйста, блокнот, ручку и попробуйте сейчас, ну, несколько ситуаций, которые у вас с детьми возникают, сложных, возможно, которым вам сложно даются, или вы не можете найти решение, или вы не уверены, что вы верно поступаете. Если таких ситуаций нет, например, воспитательных каких-то сложных, попробуйте взять просто события сегодняшнего дня. 2-3 ситуации, да, нужно будет сейчас в работу взять, и в течение времени нашей встречи вы сможете про них, ну, подумать, а также, может быть, продвинуться в поиске ответов на вопрос о воспитании, о тех посланиях, которые вы даете своим детям. Итак, если вы готовы писать, если вы приготовили материалы, пожалуйста, поставьте плюс, я пойму, что мы можем продолжать двигаться дальше. Мы оформим такую небольшую таблицу. Эта таблица даст вам возможность, как алгоритм, рассматривать различные
ситуации житейские, жизненные, ваши конкретные, и когда вебинар закончится, в том числе. Итак, жду ваших. Угу. Угу, готовы, все, вижу. Итак, мы заполняем сейчас таблицу, оформляем. В таблице будет 5 колоночек. Сделайте их равными. И, пожалуйста, в первой колоночке шапочку мы заполним, да, сейчас у первой колонки. Она будет называться так. Описание ситуации. Сделайте, пожалуйста, сейчас туда, да, записи каких-то 2-3 ситуаций. Вы можете взять одного ребенка, либо разных детей, разные ситуации. Чтобы сильно не придумывать и сильно там не заморачиваться с воспоминаниями, вы можете взять прямо ситуации сегодняшнего дня. Да, он уже близится к завершению, и поэтому вы вполне насладились общением со своими детьми, я думаю, и встретились с рядом каких-то ситуаций, которые требовали вашего решения, либо каких-то ваших действий, каких-то ваших комментариев. И если вы это сделали, да, я дам вам несколько минут, если вы это сделали, поставьте в чат единичку. И я буду понимать, что да, готовы к работе. Вижу. Угу. Немножечко припаздывает у меня чат, поэтому я буду, может быть, позже реагировать, но вижу. Итак, теперь переходим к заполнению второго столбика этой таблицы. И шапочку оформляем. Действия ребенка. Вот рядом с каждой ситуацией напротив перечислите глаголами действия ребенка. Кричал, капризничал, упрямился, грубил, если это неприятная какая-то ситуация. Просил, говорил вежливо, помог, услышал мою просьбу, выполнил мою просьбу и так далее. Да? Какие-то глаголы, которые будут охарактеризовывать действия вашего ребенка. И если вы готовы, вы ставите двоечку. Я буду понимать, что мы движемся дальше. Сюда же можно записать какие-то слова ребенка, возможно, он что-то говорил вам. Теперь третий столбик оформляем, шапочку. Это слова и действия родителя, то есть ваши. Ваши слова и действия. Запишите, пожалуйста, в третий столбик. Угу, вижу, да, вижу, что работа идет с хорошим темпом. Так, да. Переходим к четвертому столбику. Это исход, результат ситуации, чем она завершилась. Вы можете написать, что случился конфликт, кто-то обиделся, не разговаривали, наказали ребенка, либо договорились, ничего не произошло, не решилась ситуация, например. Ну вот опишите, пожалуйста, результат кратко, так, чтобы вам было понятно, чтобы вы видели эту ситуацию как бы со стороны, вот вы ее сейчас описываете. Угу.
5-я колоночка. Да, кто припаздывает, ничего страшного в этом нет, продолжайте работать в своем темпе. Я начну что-то говорить, рассказывать вам о родительских посланиях, а вы пока в это время можете заполнять таблицу дальше. Итак, 5-я колоночка останется сейчас у вас пустой. Мы заполним только шапочку. Запишите, пожалуйста. Она будет называться так. Послание, которое получил от меня ребенок. Послание, которое получил от меня ребенок. И сейчас в процессе того, как я буду рассказывать что-то, отвечать на ваши вопросы, вы сможете заполнять эту табличку, 5-й столбец таблицы оформлять. Если что-то будет непонятно, вы будете спрашивать. Так, вот смотрите, у нас есть вкладочка «Вопросы». Поскольку чат очень быстро мелькает, я могу что-то пропустить, поэтому давайте вопросы вы будете свои личные такие, да, не касающиеся работы нашей, записывать в вкладку «Вопросы». Я в конце в нее обязательно зайду и прокомментирую, дам какие-то ответы на ваши вопросы. Все вопросы, касающиеся хода нашего обсуждения, непонимания какие-то, вы будете писать прямо в чате. Я буду просматривать и буду его давать вам ответ. Итак, значит, меня спрашивают сейчас о том, какая таблица и как называются колоночки. Я сейчас это повторю для тех, кто позже присоединился, и вы сможете таблицу заполнять в ходе работы. Итак, первый столбик таблицы – это описание ситуации. Второй столбик – это действия и слова ребенка. Третий столбик – это действия и слова родителя. Четвертый столбик – это исход ситуации, результат. Договорились, не договорились, к чему пришли. И пятый – это послание, которое получил ребенок от меня, да, от родителя. Если в этой ситуации участвовали, например, оба родителя, то вы можете написать там те послания, которые получили дети. Итак, все, поехали. Значит, что же такое родительские послания? По-другому их еще называют родительские директивы или родительские установки. Мы все знаем с вами о том, что существует стиль родительского воспитания. Мы понимаем, что те или иные родители транслируют детям разные способы управления поведением, вводят разные правила, запреты, наказания и так далее. Мы с этим знакомы. И это то, что делается напрямую, то, что проговаривается, то, что дети на самом деле слышат ушами. Но всегда за этим стоит то, что дети как бы не слышат ушами, но слышат своим сердцем, своей душой. Это подтексты. Подтексты, которые идут за нашими сказанными словами или какими-либо действиями. Почему дети их слышат? Просто потому, что дети изначально при рождении очень настроены на волну своих родителей. Знаете, у них как будто сигнал, как будто бы вот антенна есть, да, подключенная к определенной радиоточке. И дети улавливают наши подтексты, они слышат несказанное. Да? И вот эти подтексты бывают абсолютно противоречивы тому, что на самом деле сказал родитель. И, к сожалению, именно эти подтексты и остаются как главный результат нашего общения. Не столь важно, что мы сказали или сделали, сколь то, что услышалось, и то, что было спрятано, тот смысл, который был скрыт, но понятен, но явный. Да? И вот мы как раз сегодня поговорим и поработаем про эти подтексты. Эти подтексты определяют во многом жизнь, судьбу, характер и вообще становление личности ребенка. Да, это очень важный момент, и хорошо, если мы как родители осознаем, что мы на самом деле
говорим своим детям. Итак, что же такое родительские послания или родительские директивы? Это скрытые, косвенные установки, приказания, просьбы, неявно сказанные, неявно сформулированные, но за них ребенок будет наказан, причем он тоже за неисполнение этих директив. Ребенок будет наказан, причем тоже не явно, не напрямую, а косвенно, чаще всего через чувство вины. То есть ребенок будет понимать, что он что-то сделал неправильно, что-то сделал не так, и он будет наказан чувством вины за неисполнение этой директивы. Директива эта не сказана словами, не обозначена действиями, может быть, но понятно. Только исполняя эту родительскую директиву, ребенок чувствует себя хорошим. Сами родители не могут вообще даже не осознавать того, что они ребенку говорят, транслируют. Да, то есть мы это делаем тоже неосознанно, мы не специально, так скажем, да, это ребенку транслируем. Но да, глубинное содержание этой директивы, оно от нас тоже скрыто, но это не отменяет того, что директива прозвучала. И да, это звучит как манипуляция, потому что ребенок вынужден играть и соблюдать правила игры, да, правила, которые задаются этой директивой. Я приведу сейчас множество примеров, вам будет понятно. Есть основные родительские директивы. И вот сейчас, когда я буду рассказывать, я буду их пояснять через примеры, а вы, пожалуйста, смотрите 5-й столбик и заполняйте, какие из этих директив вы транслируете ребенку тем или иным поведением, да, своим тем или иными просьбами. Включи свет, пожалуйста. Итак, мы рассмотрим основные 12 директив. Возможно, мы не все успеем посмотреть подробно, но вот я их просто сейчас перечислю. Так. Это самые часто упоминаемые директивы. Не живи, не будь ребенком, не расти, не думай, не чувствуй, не достигай успеха, не будь лидером, не принадлежи, не будь близким, не делай, не будь самим собой, не чувствуй себя хорошо. Конечно, такие жесткие достаточно формулировки мы не говорим детям напрямую, абсолютно, да, но это звучит через подтексты. Итак, давайте рассмотрим сейчас с вами несколько директив, но сколько будем успевать подробно, а там потом я еще раз напомню остальные, до чего мы не доберемся. Итак, самой тяжелой, самой такой вот печально воздействующей на ребенка директивой является установка «не живи». Обычно родитель говорит, примерно так: пока тебя не было, мы жили весело и хорошо. Или мать может говорить ребенку: когда я тебя рожала, я чуть не умерла. Это было так ужасно, это было так больно. Ты шел так тяжело, и вообще это все было отвратительно для меня. За этими словами, за этим больным таким опытом матери как раз и стоит установка «не живи», да? Не будь живым. Ты причинил мне боль, когда родился. Ребенок очень здесь подсаживается на чувство вины, да, то есть он может вообще принять на себя такую роль, быть во всем виноватым. Он источник всех возможных проблем. До меня, пока я не родился, у родителей не было кризиса, и они они жили дружно, а вот когда я родился, они развелись. Я причина несчастья своих родителей. И ребенок принимает на себя роль, что он источник всех жизненных проблем. Семья как бы перекладывает на ребенка ответственность за все свои несчастья, за всю свою неудовлетворенность, которая у них есть. И
понятно, что для ребенка вот эта директива, звучащая, понятно, ну, как бы неоднократно в его жизни, она очень губительна. И такой ребенок, чтобы избавиться от вот этой вины за ту боль, которую он причинил родителям, матери при родах, если она плохо пережила роды, или, например, родителям, у которых вся жизнь потом поменялась. Есть такие родители, которые говорят, например, ну вот пока ты не родился, мы везде путешествовали, мы были свободны, мы жили своей жизнью, как хотели, вот ты родился, и мы вынуждены теперь сидеть вот в четырех стенах и никуда не ездить. Да? Ребенок слышит это неоднократно, и это чувство вины у него очень закрепляется, ему очень сложно с ним жить. И чтобы уменьшить это чувство вины, ребенок может даже бессознательно стараться сделаться еще хуже, да, стать хулиганом, плохо себя вести. Он как бы, да, стремится уменьшить вот это вот необоснованное обвинение и действительно заслужить вот эти вот формулировки, что он портит жизнь. К сожалению, у детей, которые несут вот эту вот директиву и им дают эту установку, они очень часто играют в опасные игры с жизнью, да, то есть у них вот эта тема смерти очень близка. Эти дети могут совершать какое-то рискованное поведение вести, они оказываются в каких-то неприятных ситуациях, они подвергают свою жизнь опасности, то есть у них нет ценности жизни. И, к сожалению, эти дети, они зачастую склонны к суицидальным проявлениям, да, потому что сам родитель отказывает им в праве на жизнь. Взрослому человеку, который в детстве слышал эту директиву, во взрослом состоянии приходится доказывать постоянно и обосновывать, что он имеет право на жизнь. Он стремится стать лучше, он там хочет заработать все деньги мира, он хочет стать отличником, лучше всех все делать, да, для того, чтобы как бы показывать и доказывать, что он имеет право на жизнь. На самом деле, да, это одна из самых тяжелых директив. Я сейчас посмотрю ваши вопросы. Если есть вопросы по этой директиве, то задавайте, пишите, я прокомментирую. Угу. Так, как можно автоматически это говорить? Ну, вы знаете, родители все, к сожалению, к счастью, не идеальны. К счастью, мы все просто люди, мы ошибаемся, у нас есть свои боли, у нас есть свои травмы, и мы их транслируем детям. Никогда родитель не скажет: "Не живи", ну, такой более-менее здоровый родитель психически, да, эмоционально, он не скажет: "Не живи" напрямую, но он скажет это через какие-то другие действия. Ребенок считает эту информацию. И да, эти родители сами достаточно сильно раненые. Идем к следующей директиве, и она звучит как, давайте возьмем вот такую, да, не будь самим собой, то есть соответствуй моим ожиданиям. Это тоже очень часто встречающаяся родительская директива. Это послание может даваться родителями, когда у них, например, родился ребенок другого пола, не того, которого они хотели, ждали, ожидали. Хотели мальчика, а родилась девочка. И это уже вот, да, вы можете припомнить, что у вас, наверное, есть такие знакомые, которые рассказывали, что папа очень хотел мальчика, поэтому меня, девочку, все время водил с собой на рыбалку, там, не знаю, на тренировки, отдал меня там какой-то мужской вид спорта и так далее. Да, такое бывает достаточно часто. В данном случае родитель хранит в себе образ желаемого идеального ребенка. То есть у родителя есть представление о том, каким должен быть его ребенок. И положительно реагирует только на те аспекты поведения у ребенка, которые соответствуют этому идеалу. Ну, к примеру, родитель очень быстро все делает, такой вот
темперамент у него с высокой скоростью все делать, быстро соображает, быстро справляется с задачами, ну, вообще вот такой вот очень подвижный человек. А ребенок рождается у этого родителя, ну, такой медлительный, зависающий, ригидный, то есть не может быстро перестроиться, да, например. И родитель постоянно включает критику. Что ж ты такой тормоз, что ты, вот, ну, что ты там телишься, да уже бы 100 раз я это все сделал, только теряешь время, да? И за этой критикой стоит подтекст: не будь собой, я отказываю тебе в праве быть самим собой, соответствуй моим ожиданиям. То же самое мы транслируем детям, когда заставляем их выбирать профессию, например, говорим: не будь, ну, к примеру, парикмахером, иди там на экономический факультет, да, не будь собой, не иди на поводу у своих желаний, да, не будь там, где тебе подходит, соответствуй моим ожиданиям. Это очень распространенный такой вот подтекст, очень распространенная директива. Так, я смотрю, чат. Ну, к сожалению, да, вот вы пишете, да, что глупо ожидать пол ребенка, потом вымещать это на ребенке. Глупо. Но мы с вами живые люди, мы испытываем какие-то чувства, и нас действительно может напрягать что-то в нашем ребенке. Согласитесь, да? Я думаю, что если вы сейчас задумаетесь о своем ребенке, вы не все с восторгом принимаете. Другой вопрос, что мы должны давать ребенку определенную степень свободы, личного пространства, быть тем, кем он является, вместе с его выборами и с его способностями справляться с жизнью и способами поведения. Это, на самом деле не только в неблагополучных семьях, да, эти подтексты. Я вам точно могу сказать, что в самых благополучных семьях эти подтексты есть. Каждый из нас с вами, и я, и каждый из вас, мы слышали это и в детстве, и сами, как родители, мы это обязательно транслируем. Наша задача не полностью решить ребенка травматизации какой-то, да, эмоциональной, а минимально травмировать своего ребенка, да, поэтому мы с вами все здесь собрались для того, чтобы осознавать свое поведение и стараться меньше травмировать детей. Поехали дальше. Следующая директива, которая встречается, звучит как «не будь ребенком» или «освободи меня от роли родителя». Данный запрет характерен для детей, которые сами чувствуют себя детьми, и сами недополучили контакта от своих родителей, то есть их родители были достаточно строгими, контролирующими, возможно, эмоционально холодными. И, так скажем, эти родители не доиграли и недостаточно были в роли ребенка. И сейчас, когда у них у самих родились дети, им достаточно сложно взять на себя за них ответственность, выйти в позицию заботы, опеки, формировать безопасное положение у детей, да, заботиться об их чувствах. Такие родители живут сами в мире своих эмоций, своих детских травм, да, и они как бы не совсем справляются со своей жизнью. И поэтому в этих семьях дети слышат такой подтекст: не будь ребенком, справься сам. Да? Ты видишь, мне и так сложно, я и сам не справляюсь, да? Не будь ребенком. Такие подтексты слышат дети, которые старшие в семье, у них родились младшие, и мама и папа вдруг говорят: ну ты же старший, ты же можешь сейчас сделать это сам, да, там, а вот я в твоем возрасте справлялся с этим, ну и так далее, да, такие вот формулировки. Ты уже большой, чтобы плакать, хватит капризничать, да, не будь ребенком, что за детское поведение. Вот за этими фразами стоит установка: не будь ребенком. Это плохо быть маленьким. Ребенок достаточно рано может в такой семье
вырасти и стать таким, знаете, маленьким старичком. У меня в практике есть такие дети, ребята, которые вот, ну, прям очень рассудительные, не по годам серьезные, у них нет какой-то шаловливости, нет вот шуток, нет такой легкости, да. Эти дети регулярно слышат подтекст «не будь ребенком». Я не справляюсь, да, освободи меня от роли родителя, мне трудно в ней быть, стань поскорее взрослым. Следующая установка, мгм, которая звучит от родителей детям, можно ее назвать вот так, да, не расти. Другими словами, подтекст такой: продли мое родительство, подольше останься ребенком, не взрослей, не надо становиться взрослым, оставайся ребенком. Родители, которые дают детям такой запрет, такую директиву, очень часто долго шли к родительству, путь к родительству был сложным. Это может быть долгожданный, либо поздний ребенок, либо доставшийся таким вот трудом, там, через ЭКО или какие-то другие болезненные процедуры. Эти родители могут быть достаточно в таком вот уже зрелом возрасте, и им очень хочется продлить детство своего ребенка, им очень хочется остаться родителями подольше, и таким образом они ребенка, ну, оставляют в детском состоянии, не дают ему расти, становиться самостоятельным, отделяться. В каких фразах это звучит? Ты еще маленький, это только для взрослых, тебе еще рано вот про это знать, это делать, это уметь. Да? Ребенок проявляет какую-то инициативу, например, хочет налить себе чаю сам, да? А родитель говорит, нет-нет, это кипяток, нельзя, не надо, не стоит тебе это делать, да? Тебе всего лишь там 8 лет, не надо это делать. Вот вырастешь и будешь. Это может звучать еще и в таких формулировках. Например, секс – это стыдно, секс – это плохо, ты еще маленький, да, и говорит это подростку. Запрет на секс, да, говорит, имеет подтекстом вот такое, да, ты еще маленький, а человеку может быть уже там и за 18 лет, да, но это плохо. То есть я запрещаю тебе идти туда, во взрослую жизнь. Может быть запрет на взросление у девушки-подростка, нечего краситься, не надо одеваться модно. Подтекст такой: не будь привлекательной, не расти, не становись девушкой, не расцветай. Да? Это угроза для меня, родителя. Для данного запрета, таким образом, наиболее важен процесс взросления. Да? Идет запрет на взросление. В чем сложности, да? Когда придет время повзрослеть, ребенку с такой установкой действительно будет очень сложно во взрослой жизни. Ребенок будет склонен к проявлению такого вот детского, инфантильного поведения. Ну, к сожалению, потом приходится вот тяжело взрослеть, да, когда вовремя не дали это сделать. Так. Угу. Я прошу вас, да, напоминаю, что нужно еще параллельно работать над своей таблицей со своими ситуациями, чтобы вы могли получить такой итог, да, какие же послания вы транслируете. И мы немножко в конце я скажу про здоровые послания. Вижу, да, у вас тут реплики про секс. Ну, это вот отдельная тема. Я думаю, что мы можем ее поднять в отдельном вебинаре про половое воспитание детей. Про секс мы говорить должны в меру того, что хочет получить от нас ребенок, да, в эту тему. Это как бы здоровое половое воспитание. И действительно дети учатся у родителей. Если у нас у самих все хорошо с темой отношений, в том числе и сексуальных, то и у детей все будет хорошо. Идем дальше. Следующий подтекст, который мы можем рассмотреть сейчас, это «не делай успехов». Да? Не делай успехов, то есть родитель говорит своему ребенку подтекст: не
будь успешным, подними мою значимость за счет своей неуспешности. Докажи своим примером, что я лучше, да, будь неудачником, будь неуспешным. Как правило, этот запрет свойственен родителям, у которых у самих очень сложная дорога к успеху. Они сами недостаточно успешными себя считают, им не удалось добиться всего того, что важно, нужно для них, и поэтому успех ребенка они воспринимают достаточно болезненным. Как это формулируется родителями в жизни? Они говорят детям: куда ты лезешь? Зачем ты суешься в это? Что тебе больше всех надо, да? Ребенок как бы окружается обстановка, что у тебя ничего не получится, и не надо даже пробовать. Путь к успеху такой сложный, он тернистый, ничего не удастся. Вот посмотри на меня, у меня ничего не получилось, а я гораздо умнее, чем ты. Ну, вот такие вот могут быть формулировки, да, и за этим всем стоит подтекст «не будь успешным». Есть такие люди, кто действительно не верит в свой успех. Они не верят в то, что они могут что-то добиться своими силами, там, да, прийти к успеху. Они говорят: что у меня есть, ничего у меня нет, мои родители ничего не добились, и я ничего не добьюсь, я ведь как они. Да? Вот у этого человека точно есть родительская директива «не будь успешным». Следующая родительская директива: не делай. Ничего не делай, чтобы не проиграть, я все сделаю сама. Да? Данный запрет связан с собственным опытом родителя, опять-таки, с желанием избавить от негативного опыта своих детей. Такие родители постоянно контролируют своих детей, сами за них все рвутся сделать. Они достаточно требовательны и критичны в своих поступках, да, то есть за критикой вот стоит «не делай». Знаете, когда мама просит ребенка помыть полы, она смотрит, ее так раздражает, как ребенок неумело моет полы, и вот он размазывает грязь, и вот она стоит и говорит: ты всю грязь размазал, после тебя все осталось, идет и перемывает этот пол. Вот она точно говорит ребенку: не делай, не делай ничего, у тебя ничего не получается. Да? Все твои действия, они неуспешны. Что в дальнейшем ребенок, да, какой вывод делает? К сожалению, печальный. Он ничего не делает. Очень часто у моих клиентов вот есть такой запрос: я даже знаю, что, говорит, мне делать надо, и у меня есть цель, и я знаю, как к ней идти. Ну, что-то я вообще не сижу и не делаю ничего. Вот что-то мне вот не идет это все в руки, и как-то вот не доходит до действий. А все потому, когда мы идем в работу, и мы начинаем копать, откуда это, да, манера вот так обращаться с какими-то делами важными, казалось бы. А оказывается, по рукам били. Оказывается, то, что ты делаешь, было критически оценено, да, была обратная связь неприятная дана, критичная оценка и так далее. Вот, поэтому мы должны быть внимательны к действиям наших детей, и мы должны ценить то, что они что-то делают. Да? Очень важно, чтобы мы говорили: попробуй еще раз, сделай хорошо, еще раз, да, стремись к тому, чтобы доделать, стремись к тому, чтобы что-то пробовать новое, да, тогда у тебя что-то получится. У меня тоже не всегда получается, но важно делать. Да. Вот это, к сожалению, очень потом болезненно в течение жизни, эта директива сказывается. Так, не будь успешным, говорится неявно. Мы говорим сейчас про подтекст. Возможно, вы присоединились не сначала, да, я на это обратила внимание. Все эти формулировки мы говорим ребенку под текстами. Мы явно так не скажем, конечно, если мы в своем уме. Мы говорим это под текстами. И то, что вы сейчас пишете, что нельзя так говорить, кто так говорит, так явно никто не говорит. Мы сейчас с вами говорим про подтексты, то, что имеется в виду. Угу. Поехали дальше. Следующая формулировка, следующая директива, которая дается неосознанно родителями, мы не специально это делаем, да? Это установка не будь первым, не будь лидером.
не высовывайся. Зачем тебе это все нужно? Да? Что тебе больше всех надо? Зачем ты на себя это все сгружаешь? Что там некому было взять на себя это? Почему опять ты? Да? Вот через такие формулировки, которые говорят родители своим детям, ребенок получает подтекст. Не будь первым, не будь лидером. Будь скромнее, не высовывайся. Вот такие вот фразы, да. Как тебе не стыдно, на тебя все смотрят, все тебя видят. А вдруг ты проиграешь, и все это увидят. Э, Не будь первым, это плохо кончится. Все узнают, что ты там не умеешь себя вести, не умеешь себя подать, что ты не умеешь вести себя на публике и так далее. Ребенок получает в такой семье поддержку, защиту, любовь только когда он на вторых ролях, когда он отказывается от своих лидерских способностей, когда он, ну, простите, сидит и молчит в тряпочку. Да, вот тогда он получает психологические поглаживания от своих родителей. Когда он высовывается, когда он начинает говорить свое мнение, родители жестко это могут подавлять. Так. Идем дальше. Следующая директива, следующее родительское послание неблагоприятное, которое мы говорим детям, это не принадлежи. Не принадлежи себе. Это когда мы, родители, просят своего ребенка не устанавливать с миром какие-то доверительные, дружеские, добрые отношения, потому что он избранный, потому что он не такой, как все, потому что он отличается. Ну, например, родитель говорит, ну, через слова, да, вербально своему ребенку так: ты не можешь поступать так, как все, ведь ты такой-то, такой-то. Или у нас такая-то семья, мы не можем быть как все. Как ты мог так поступить? Ведь у тебя отец тот-то, тот-то. Ты его подвел, ты его там, да, поставил в неловкое положение. Вспомни, кто ты. Мы не такие, они не такие, как мы. Да? То есть вот эта формулировка «не принадлежи». Это когда родители отказывают ребенку в праве и желании быть принадлежным к группе. Так. Угу. Вопрос вот такой вижу в чате. А если начинания ребенка не нравятся родителям? Ну, в общем-то, ребенок, в принципе, не для того родился, чтобы нравиться нам, а он для того, чтобы жить своей жизнью, свою судьбу проживать. Если это не угрожает его жизни и здоровью, то, в общем-то, мы должны дать ему право и свободу выбора. Возможно, он ошибется, но это будет его ошибка. Возможно, мы можем рассказать о других каких-то альтернативах, но решение будет за ним, и чем старше ребенок, тем больше его мера ответственности за свою судьбу. Понятно, что если мы говорим о ребенке маленьком, там, дошкольного возраста, да, начальной школы, то, безусловно, здесь основная часть ответственности принадлежит родителям. Но вообще в 16 лет считается, что ответственность за свою жизнь ребенок уже несет сам, практически, ну, в 90% случаев. До 16 лет родители действительно играют большое значение в том, что с ребенком происходит, что из него получится. Дальше ребенок начинает действовать уже сам. Да, вспомни, какую фамилию носишь. Так говорили ребенку, я слышала. Абсолютно верно, конечно. Да, то есть мы не такие, не надо дружить с этими ребятами, они не из нашего круга. И все, да. То есть вот это вот подтекст «не принадлежи». Еще одна директива – не будь близким. Это директива, которая
стимулирует ребенка не устанавливать близкие отношения прежде всего с родителем. Дело в том, что не все родители сами могут быть в близких, доверительных отношениях и в безопасном контакте. Не все из нас могут устанавливать теплые эмоциональные отношения. Некоторым родителям контакт с детьми дается очень тяжело. Они пытаются его избежать. Я думаю, что вы вспомните такие случаи, когда родители, ну, у него нет просто столько любви для ребенка, сколько ребенку надо. И родитель всячески избегает этого контакта, придумывает себе отговорки, придумывает работу, какие-то дела, еще что-то, для того, чтобы не вступать в контакт и не быть близким с ребенком. Данный запрет можно еще сформулировать и выразить посланием «держи дистанцию, не приближайся». Да? Этот запрет связан с нарушением общения между ребенком и родителем. Родителя не хватает ресурсов временных, эмоциональных для того, чтобы устанавливать с ребенком близкие отношения. Такой же запрет получают дети при смерти родителей. Потому что там контакт вообще уже становится невозможным. Да? Очень много исследований показывали, что дети, пережившие опыт сиротства, они как раз вот страдали потом в дальнейшем тем, что и в жизни не могли установить теплые доверительные отношения. Да? То есть они не умели, они боялись потерять этот контакт, как однажды уже с ними случилось. Они потом боятся того, что человек уйдет из их жизни, да, и контакт будет потерян, и это будет очень больно. Поэтому они не приближаются, не устанавливают вот такие вот близкие доверительные отношения. Следующий, так, следующий подтекст, следующая директива родительская, которую мы рассмотрим, звучит так. Не чувствуй себя хорошо, ну или не будь здоровым. Да? Подобный запрет передается родителям, которые убеждены, что ребенком надо заниматься тогда, когда он болен. Есть такие семьи, где, в общем-то, там родители очень заняты, и когда с ребенком все хорошо, родители занимаются своими делами и мало занимаются детьми. Но как только ребенок приболел, мама остается дома, мама выходит, там, или папа выходит на больничный и хлопочут вокруг ребенка. Таким образом, ребенок закрепляется вот в этом своем больном состоянии, да, то есть он вдруг, благодаря этой болезни, начинает ощущать хороший, качественный контакт с родителем, который был недоступен, когда ребенок не болен. Психика наша вещь очень мудрая и начинает что делать? Приспосабливаться. Для того, чтобы получить контакт, надо заболеть. И таким образом родители, которые вот подкрепляют эту болезнь, да, своей вот такой излишней заботой и не дают ее в обычном состоянии ребенка, в благополучном его состоянии, они закрепляют ребенка в болезни. И по сути очень часто история жизни таких вот клиентов, например, да, она является просто историей болезни, да, потому что они начинают соматизировать, то есть болеть через тело разными способами для того, чтобы привлечь родителя или решить какую-то свою эмоциональную проблему. Ну вот далеко не буду ходить с примерами. Один из моих клиентов, с которым мы сейчас работаем, по психосоматическому такому симптому, который у него появился, это аллергия, это удушье, это болезни легких, он как раз-таки с помощью своей болезни прерывал конфликты и скандалы, которые происходили между родителями. В момент, когда у него случался приступ удушья, родители, естественно, прекращали скандалить, ругаться, и в доме было поспокойнее и как-то получше атмосфера становилась. Да? И таким образом ребенок закрепился вот в этом поведении, не чувствуя себя хорошо, и сейчас он уже взрослый мужчина, у него есть своя семья, однако болезнь все еще не отступила, да, и мы уже сейчас работаем над тем, чтобы дать психике другие способы обретения спокойствия и комфорта. Поэтому не чувствуя себя хорошо, это очень частый такой вот посыл родителям
от родителей к детям. Естественно, родители делают это неосознанно. Такие люди в дальнейшем получают вторичные выгоды от своей болезни, то есть они понимают, что да, они болеют, это неприятно, это вроде бы как бы не очень комфортно. С другой стороны, сразу после того, как ты поболеешь, там, ты получаешь какие-то бонусы. Это называется вторичная выгода. Внимание, подарки, заботу, участие, контакт. Наконец-то мама осталась дома, наконец-то ребенок сам остается дома. Да? То есть вот эти вторичные выгоды закрепляют человека вот в этой болезни. Как родители, какими фразами это еще могут транслировать ребенку вот эту директиву «не чувствую себя хорошо». Они говорят вот так: несмотря на то, что у моего ребенка мало времени, он все успевает. Да, то есть они подчеркивают, вот, что у ребенка не все полноценно, не все легко ему там дается, да, вот он такой вот в ограниченных возможностях живет, но вот он молодец. Или несмотря на то, что у него была температура, он выучил стихотворение, там, сделал домашнее задание какое-то. Несмотря на то, что ребенок болел и пропустил занятия, он получает хорошие отметки. Да? Вот, ну, такого рода закрепления происходит. Ну, я думаю, что и вы вспомните сотрудников каких-то на работе, своих коллег, которые регулярно жалуются, например, на плохое самочувствие, там, на мигрень, на головную боль, а когда им предлагают идти домой и говорят: ну иди полечись, там у тебя температура, иди полечись, они: нет, я останусь на работе, да, то есть что они делают через эту болезнь? Они, конечно же, привлекают внимание и повышают свою ценность и значимость, да. Смысл такого поведения: ну, вот вам должно быть стыдно, ведь я даже при плохом самочувствии работаю, остаюсь вот на работе, делаю больше, чем даже вы, когда вам хорошо. Ну, это такой уход в болезнь на самом деле, и это печальные последствия чаще всего имеет. То есть наш организм послушно продолжает болеть и не чувствовать себя хорошо. Это не обязательно только про болезнь, это еще и про эмоциональные проблемы в том числе, да, то есть есть такие клиенты у меня, которые, ну вот, находятся в такой привычной депрессии или каких-то депрессивных проявлениях и выбираться оттуда не всегда хотят, потому что они привыкли, что при таком их сниженном состоянии они получают больше внимания, да. У кого-то это панические атаки, вот там женщина испугалась, и муж приехал, ее забрал, и она получила от него внимание, да, то есть все-таки это закрепляется очень глубоко. Идем дальше. Идем дальше. Следующая директива звучит как «не думай». Ну, здесь такая звучит от родителей обычно критика. Самый умный, что ли, нашелся? Мало ли, что ты думаешь. Никого вообще не волнует то, что ты об этом думаешь и считаешь. Да? Слушай, что тебе говорят учителя старшие, и нечего тут умничать. Данный запрет передают те родители, которые сомневаются в умственных способностях своих детей. Обычно за этим стоит их собственная несостоятельность и их сомнения в собственной умственной полноценности, да, так скажем, успешности умственной, даже вот так скажем. Они, эти родители, игнорируют собственный индивидуальный ход мысли ребенка, его какую-то уникальность мыслительную, обесценивают его размышления, его умозаключения, говорят: ой, что ты понимаешь, ты еще там пороху не нюхал, откуда тут такие высказывания, и что ты умничаешь вообще. И ребенок вот получает такой, да, запрет, очень потом впоследствии тяжело им откликающийся, это «не думай». Еще один запрет, 12-й, да, который мы рассмотрим сегодня, это основные, я напомню, он звучит так: «не чувствуй, не чувствуй». Какими фразами передается этот запрет? Как тебе не стыдно там бояться собаку, темноты, там, привидений? Что это такое? Ты что, трусишка, что ли? Да? Запрет на чувство страха. Что ты плачешь? Что ты ноешь, как девчонка? Мальчики не плачут, нечего тут, да, развел тут болото. Запрет на огорчение,
да, на эмоции отрицательные. Ешь все, что тебе дают, тарелка должна быть пустой. Подтекст не чувствуй. Не чувствуй своего голода, не чувствуй свое тело, что оно тебе говорит, что ты уже сыт, например, или ты не хочешь этого, да? Не сахарный не растаешь. Ребенок жалуется на свое плохое самочувствие, а родитель ему говорит: мне тоже плохо, у меня тоже болит что-то, и что теперь? Мы сейчас будем все тут ныть? Да? Вот это все эти фразы по текстам имеют директиву «не чувствуй», происходит запрет на чувства. Да, запомните, уважаемые родители, что каждый раз, когда вы проявляете свою безучастность и невнимательность к чувствам ребенка, вы формируете у него запрет на чувства. И в дальнейшем, когда вы захотите от него же самого сочувствия, сопереживания, он будет не способен вам это дать, потому что у него произошел блок на чувства. Здесь и на уровне эмоций, и на уровне физических ощущений может эта директива звучать. Это запрет на проявление эмоций в целом, либо запрет на проявление каких-то конкретных чувств. Например, можно чувствовать себя хорошо, но нельзя чувствовать себя плохо. Ну, то есть нечего тут капризничать, нечего быть уставшим, нечего злиться, нечего кричать. Ты должен всегда быть в хорошем настроении. И тогда ребенка приучают в итоге быть невнимательным к сигналам своего тела, к сигналам своих чувств. Ну, например, в случае, если это на уровне ощущений закрепляется. Очень часто это нарушение пищевого поведения. Родитель транслирует ребенку следующую мысль. Ешь до конца, съедай все, что тебе дали, мало ли что ты не хочешь. Или, например, еще вот, да, приведу такой вот живой из жизни пример. Мама говорила детям, что они должны есть определенное количество раз и в определенное время. Ну, например, в час дня ребенок должен был обязательно прийти со школы и есть суп. Обязательно в час дня. И это приучает ребенка к игнорированию потребностей своего тела. Возможно, сегодня он не хочет есть в час дня. Возможно, сегодня он не хочет есть суп. Но есть четкое правило, которое не учитывает мнение и состояние ребенка. И таким образом ребенок приучается игнорировать потребности своего тела. В дальнейшем, ну, в случае с пищевым поведением, это чревато тем, что, к сожалению, ребенок может быть склонен к ожирению, к булимии, к анорексии и так далее, да, когда он потерял контроль над своим пищевым поведением, когда он уже не может контролировать работу своего тела. К сожалению, это очень частая ситуация. Человек утрачивает, в общем-то, контакт со своим телом, перестает воспринимать сигналы своего тела, да, то есть у него что-то болит или что-то не то, а человек не реагирует, да, и во взрослом состоянии мы уже, например, можем это видеть, когда человек просто доходит до выгорания эмоционального, там, профессионального выгорания, да, то есть он не заметил, когда он перешел вот эту черту, что ему было плохо, 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 и стало совсем отвратительно, он вывалился в болезнь, он там оказался на больничной койке. А что ж ты раньше-то не обратил внимание, что у тебя вот там-то в эмоциях что-то было плохо, или, например, на уровне тела что-то все время болело, а он не привык слышать свое тело, ему транслировали «не чувствуй». Итак, мы с вами рассмотрели 12 родительских посланий. Сейчас я предлагаю вам еще раз посмотреть свои таблицы, которые вы заполняли в самом начале нашей встречи. И я пока посмотрю ваши вопросы и скажу несколько, ну, таких здоровых родительских посланий, которые мы можем детям говорить сознательно, специально для того, чтобы формировать у них, ну, такое вот эмоционально хорошее состояние, да, и вообще растить здоровую личность. Так, пока пишите свои вопросы.
Да, приятно встретиться со мной еще раз. Пожалуйста, и обращайтесь, и лично, и вот, ну, если будем сотрудничать с консультационным центром, то тогда я думаю, что мы еще организуем встречи. Так, мгм. Да, мы сейчас с вами рассмотрели только негативные послания. Сейчас мы перейдем к здоровым посланиям, потому что, безусловно, их мы тоже детям даем. Э, Так, ну что, хорошо. Все, поехали теперь к здоровым посланиям, да. Если нет вопросов, мы можем к этой теме перейти сейчас. Итак, какие здоровые послания мы должны говорить детям, да? Во-первых, это могут быть послания, связанные с полом, да. Как я рада, что ты мальчик, как я рада, что ты девочка, как я была счастлива, узнав, что у меня будет дочка. Вот эти родительские послания примиряют ребенка с самим собой, со своим полом и способствуют здоровой полуролевой идентичности. Как я рада, что ты появился в моей жизни. Когда ты пришел ко мне, моя жизнь стала счастливее, полнее. Я счастлива быть твоей мамой. Это послание, которое стимулирует ребенка к жизни, да, и является антонимом, ну вот, противоположным посланию самому страшному «не живи», которое мы обсудили в самом начале. Мы должны говорить ребенку, что он имеет право испытывать любые чувства. Я понимаю, сейчас ты злишься. Я вижу, что ты расстроен. Я знаю, как это неприятно. Я внимательно отношусь к твоему самочувствию, да. Мне интересно знать, что ты об этом думаешь. И тогда мы приучаем ребенка думать, да. Расскажи мне, пожалуйста, а как ты видишь эту ситуацию? Вот эти вот слова нашего ребенка побуждают к жизни, побуждают к самостоятельности и росту. Ну и замечательными словами, которые можно говорить своим детям, когда они засыпают, да, они будут звучать как такие вот здоровые родительские послания. Ты мой сын или ты моя дочь, а я твоя мама. Ты, я большая, а ты маленький. Да? Это ставит ребенка на его место. Он уже не обязательно должен быть самым умным, самым расторопным, самым правильным. Он может быть просто сейчас ребенком вашим. Да? Я тебя люблю. Это тоже послание. Я верю в тебя, я горжусь тобой. Я знаю, что ты справишься. Другими словами, послание здоровое – это благословение. Да? Есть такое слово «благословлять», то есть говорить благое слово. Вот это еще есть такая формулировка «вербальная магия», программирование. Когда мы что-то говорим ребенку, мы его программируем. Да? Поэтому будьте теми родителями, которые говорят благословение. Недаром эта традиция существует, и она была очень важна в нашей стране многие века. Да? Ну, к сожалению, были потеряны вот эти благословения во многом, но мы можем сознательно вносить это в жизнь своего ребенка. Ты имеешь право быть услышанным, твои эмоции важны, твои желания важны. Да? Вот такие формулировки являются благословениями. Они отдают ребенку его законное право на жизнь, на важность, на желание, на чувства, на потребности. Ты можешь чувствовать гнев, ты можешь чувствовать страх, ты имеешь право думать, размышлять, анализировать. Ты можешь получать удовольствие, ты можешь радоваться. Да? Вот это благословение. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Мгм.
Так, ну что, я открою вкладку «Вопросы» и просмотрю, что написано там, что спрашивали. Так, мгм. Итак, мой сын 17 лет передумал учиться в техникуме. Аргументация тем, что это не его. Не могу убедить доучиться до конца. Учится сейчас только для меня. Я прошу, может, действительно лучше перевести по другому профилю? Но вы ответили на свой вопрос. Просит ли сын вас о такой жертве, Марианна, работать не там, где вы хотите, жить не с тем, с кем вы хотите, дружить не с тем, с кем вы хотите, а вы просите ребенка об этой жертве? Ребенок, ведомый чувством вины перед родителем, а чувство вины перед родителем огромное, все-таки родители очень много дают детям, и ребенок согласится на это, но принимая за него решение, вы берете на себя ответственность. И когда этот ребенок, ваш взрослый уже человек скажет, что «мама, я живу не своей жизнью», к сожалению, это будет ваша ответственность, потому что в свое время вы не дали ему ответственность взять на себя. Ребенок может и должен пробовать много разных кружков, видов деятельности и даже профессий. Современные дети, и вообще даже уже мы с вами, взрослые люди, да, в современном веке, мы не обладатели одной только профессии. Согласитесь, да, то есть мы постоянно учимся. Я, например, учусь постоянно, то есть у меня еженедельно есть какая-то учеба, которую я слушаю, постоянно повышаю свою квалификацию, открываю для себя новые аспекты того предмета, которым я занимаюсь. И нам не обязательно выучиться один раз на всю жизнь. Мы можем поменять специальность. Многие мои клиенты приходят, им там за 30, почти 40 лет, и они говорят о том, что мама меня заставила пойти на юридический факультет, на экономический факультет, там, стать бухгалтером, еще кем-то. А я не хочу, я всю жизнь, 20 лет сижу на этом месте и ненавижу эту работу. И сейчас понимаю, что я 20 лет несчастна. Как же мне сейчас заняться там астрологией, нумерологией, маникюром, бровями, парикмахером стать, стилистом стать, ведущей йоги стать, да, то есть множество вещей, которые хочется, и они твои, они падают тебе на душу, но вот этот родительский запрет «не будь собой», он очень силен. И мы с ними, уже со взрослыми, 40-летними людьми работаем с этой темой, и идет дело не очень легко. Да? Поэтому, уважаемые родители, будьте внимательны, дайте ребенку быть собой. Это очень-очень важно. Идем дальше. У меня с дочерью наоборот, она может сделать хорошо и быть первой, но очень этого боится. Что делать в этой ситуации? Ну, в общем-то, у ребенка, Ольга, должен быть опыт побед, да, и чем больше будет этих побед, которые будут отмечены и вами, в том числе и обществом, тем проще потом будет одерживать следующие победы. Может быть что-то, что мешает быть первой, да, внутри. Здесь уже надо разбираться индивидуально, да, какой такой вот внутренний комплекс не дает продвинуться вперед и быть первым. Дальше читаю следующий вопрос. Что делать, если ребенок на любой вопрос говорит «нет»? Понятно, что дома мы заняты до 2 часов, и он повторяет нашу занятость уже после. Не знаю, какого возраста, Дмитрий, ваш ребенок, потому что «нет» – это слово, которое говорят дети в разном возрасте, с полным правом на то, чтобы от родителя сепарироваться, то есть отделиться. Это очень-очень важное, нужное слово. Да? Поэтому, когда ребенок говорит «нет», это лучше, чем когда ребенок все время говорит «да». Да, говорят, удобные дети. Мы понимаем, что удобные дети – это очень опасно в их потом самостоятельной жизни. Да? Кто из нас с вами, уважаемые родители, хочет, чтобы дети были удобными? Я не хочу, чтобы мои дети были удобными. Да, они неудобны для меня, но потом они, к счастью, будут неудобны для всех тех, кто хочет ими манипулировать и как-то ими управлять. Вот, поэтому не знаю, не могу ответить на ваш вопрос про «нет». Не знаю возраста ребенка и обстоятельств. Так, презентации у нас нет, поэтому
и попросить никак, да. Дочка хочет покрасить волосы, но жалко здоровье. Ну что, волосы не зубы отрастут, а возраст экспериментирования с внешностью нужно пройти, потому что для подростка это поиск себя, установление контакта с собой, своей внешностью, своей половой идентичностью. Поэтому дайте, но договоритесь по возможности о том способе, который устроит обеих, и вас, и дочку, если это возможно. Итак, ваши, 10 лет. Да, ну 10 лет, ничего страшного, красим волосы, школа сейчас закончится, учебный год, и летом можно прекрасно, красиво сделать это. Приучите сразу дочку делать это дорого, хорошо, качественно. Покажите ей, что не надо экспериментировать с какими-то дешевыми красками, что надо поберечь здоровье волос, поэтому сделать это в салоне, заботьтесь о ее красоте, приучайте ее, и она сама впоследствии тоже не будет делать каких-то опасных экспериментов для своей внешности и своего здоровья. Угу. Так, пожалуйста. Все, всего доброго. Спасибо вам большое за нашу встречу. Ко мне на консультацию попасть можно. Пожалуйста, модераторы, отправьте на меня ссылочку. Я сейчас в комментариях напишу номер своего телефона, и вы сможете мне позвонить, обратиться, либо написать мне ВКонтакте, в Инстаграме, либо в Вайбере, WhatsApp, в любых мессенджерах, да? Так. Все, написала свой номер телефона, пожалуйста, берите и обращайтесь, я всегда готова к контакту. Провожу множество и онлайн-работ, да, и марафонов различных. Присоединяйтесь, пожалуйста. Так, еще вижу какой-то вопрос. Да, написала свой номер телефона, пожалуйста, пишите в WhatsApp, Вайбере, ВКонтакте. Спасибо большое за внимание, хорошего вам вечера и добрых посланий для вас и для ваших детей.